Санаторий Серегово планируется реконструировать. В этом и решении других вопросов республике помогут инвесторы. Как показал Петербургский международный экономический форум, они готовы зайти в наш регион с долгосрочными проектами. У нас достаточно, вы знаете, напряженная ситуация по недостроенному санаторию Серегово. Практически все встречи, которые я провожу в том или ином формате, этот вопрос имеет место быть, когда достроим, когда запустим. Мы год ровно обсуждали эту историю с разными инвесторами. В этом году на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение с концессией системной, это подразделение АФК-системы, где прописали 3 проекта. Один из них санаторий Серегово, и это, еще раз повторяю, очень важная тема. Она не только важная для нас. Бальнеологический курорт, имеющий природный источник, сегодня и всегда был, есть и будет очень для любой территории знаковым. Как отметил на оперативном штабе глава, да, это концессия, а значит и возврат средств. Но возвращать их республика будет на протяжении длительного времени, не менее 10 лет. В то время как вопрос Серегово уже будет решен. Также инвесторы помогут в возведении моста, который свяжет Сыктывкар с Максаковкой. Отдельным блоком стоит тема утилизации и переработки мусора. На Петербургском форуме также удалось подписать соглашение с партнером, который готов взяться за эту работу. Также на форуме «Наш регион» подписал соглашение о сотрудничестве с Татарстаном. В числе прочего, речь шла об организации авиасообщения между регионами. И, как отметила первый зампред правительства Эльмира Ахмеева, эта работа уже начата. Предварительно посчитали расходы, которые потребуются из республиканского бюджета, они составят 4,2 миллиона рублей на этот год. Поэтому Владимир Викторович Казаков, прошу это тоже предусмотреть. Соответствующее обращение мы тоже направили в Татарстан. Ждем от них подтверждения. Выходим на комиссию также в Росавиацию, чтобы это было обязательно с федеральным софинансированием. Ну а дальше на следующий год уже спланируем к осенней сессии. Минфин и Минэконом должны совместно проработать вопрос до конца июня. Что касается соглашения с Республикой Дагестан, оно также было заключено на форуме, то перечень поручений готовится. Предполагается создание совместного детского лагеря. На оперативном штабе затронули вопрос продуктовой безопасности и поддержки бизнеса. Доведено до товаропроизводителей 567 миллионов рублей. Это 41% от планового объема на 2022 год. Цифра удельная в процентах упала, потому что произошло увеличение бюджетных ассигнований, дополнительно выделено 130 миллионов рублей. В абсолютном выражении доведение до товаропроизводительности у нас растет. А в пятницу, 24 июня, завершается прием заявок по отбору на техническое и технологическое перевооружение по договору лизинга. Это одна из антикризисных мер, предусмотренная для поддержки сельхозпредприятий региона. Всего на ее реализацию предусмотрено 30 миллионов рублей. По поступившим заявкам 60% техники отечественного производства. Продолжается в республике и посевная кампания «Яровой сев». На отметке 88% от плана, на 100% выполнен план по посадке картофеля и овощей. На 94% по посеву однолетних трав, на 62% многолетних трав. К заготовке кормов приступила Нившира из Карткировского района. Скошено 10 гектаров и заготовлено 40 тонн сенажа.